Чуть больше недели до начала международного фестиваля «Хумей» в центре Азии. Он пройдет в 4-й раз. В этом году культурное событие посвятят юбилею выдающегося исполнителя этнической музыки, заслуженного артиста России Конгарола Ондара. Гости из каких стран ожидаются на фестивале и какие новшества ввели организаторы в этом году, рассказала заместитель директора Центра тувинской культуры и ремесел Менги Ондар. Здравствуйте, Менги Васильевна. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Здравствуйте. В этом месяце пройдет один из самых долгожданных фестивалей «Хумей» в центре Азии, который, по нашему мнению, уже занял такую вот достойную нишу среди ярких культурных событий Тувы. Остаются считанные недели, можно сказать, даже чуть больше недели. Пожалуйста, расскажите, как идет подготовка. Международный фестиваль «Хумей» в центре Азии, прежде всего, это название проекта. Крупного, масштабного проекта. Мы всегда под проектом подразумеваем организацию и проведение нескольких мероприятий, которые проводятся в соответствии с одной концепцией и по результатам которых мы ожидаем какие-то определенные результаты. И самое главное, все они преследуют одну цель. И в нашем случае целью проекта является сохранение, развитие и популяризация, самое главное, актуализация тувинского горлового пения «Хумей». «Хумей» для нас, то есть мы воспринимаем «Хумей» не только как достояние Республики Тува, но и как один из объектов нематериального культурного наследия тувинского народа, то есть народов Республики Тува. И в этом случае «Хумей» относится к традиционной культуре тувинского народа, то есть в фольклоре тувинцев бывают устные жанры, устные и музыкальные жанры. И «Хумей» как раз является музыкальным жанром фольклора тувинцев. Сохранение традиционной культуры, в том числе «Хумея», является фундаментальной основой социальной и культурной самобытности тувинского народа. И поэтому с такими целями проводятся такие мероприятия. И подготовка к проведению этого фестиваля началась еще в прошлом году. Если вы помните, то мы, по-моему, обнародовали о том, что мы работаем над созданием документального фильма о жизни и творчестве Конгарола Борисовича Ондара. Все-таки волнение остается спустя столько лет? Конечно, остается, потому что в этом году этот фестиваль посвящается юбилею Конгарола Борисовича Ондара. И все мы знаем, какая это личность. Да, масштаб этой личности очень велик. И самое главное то, что все участники знают, что фестиваль проводится раз в 2 года. Если по годам посмотреть, то этот 4-й фестиваль должен был состояться в прошлом году, но из-за причины пандемии коронавирусной инфекции во всем мире принесли на этот год. И все это не случайно, мне кажется, потому что этот год объявили президентом России Владимиром Путиным годом культурного наследия. И еще то, что юбилей Конгарола Борисовича, 60-летний юбилей со дня рождения. И эти все даты, они совпали, мне кажется, не зря. Говоря об этом, как раз вы только что сами упомянули, все-таки в этом году фестиваль посвятят светлой памяти нашего известного артиста Конгарола Борисовича. В рамках этого, пожалуйста, расскажите, какие мероприятия запланированы в честь известного артиста. Фестиваль сам по себе посвящен имени Конгарола Борисовича. И помимо этого, в рамках этого фестиваля в этом году проводятся такие мероприятия, как конкурсное выступление, тоже имени Конгарола Борисовича, в честь Конгарола Борисовича. А также интересными новшествами является это проведение, это на экспериментальном уровне, психологического эксперимента. То есть мы назвали это термином «хумей-терапии». Да, это, мне кажется, новшество, потому что все мы знаем, как эта пандемия коронавирусной инфекции повлияла на психику людей. И на основе всего этого мы на базе
санаторно-курортного учреждения «Серебрянка» провели психологический эксперимент по выявлению, как воздействует на психику людей именно горловое пение. Потому что если вы читали интервью Кангрола Борисовича вот в интернет-пространстве, то вы, наверное, найдете то, что он говорил о лечебных свойствах хуэмея. Вот у него было даже, он был свидетелем, по-моему, 2 случаев, когда он бывал в Америке. Его друг, который был болен раком, после того, как он начал исполнять горловое пение, и после прослушивания в течение года тувинского хуэмея, он прожил еще на 5 лет. Вы сейчас говорите о знаменитом блюзмене. Да. Да, это знаменитая история, да, мы наслышаны. Вот, к сожалению, вот пока в Туве такие эксперименты раньше не проводились, но опять-таки скажу то, что в научном мире есть научная статья Зои Кыргызовны Кыргыз о лечебном свойстве музыкального инструмента нашего игила и хуэмея. Но пока вот психологических экспериментов как таковых никогда не проводились. А результаты когда мы узнаем примерно? Но результаты, знаете, мы это проводили в течение апреля при участии психолога Чейнеша, и предварительные выводы у нас есть. Было установлено то, что после прослушивания тувинского хуэмея мы обнаружили, что культурный код хуэмея, именно тувинского хуэмея, это свобода. Да, свобода мысли, свобода души человека. Расскажите, сколько участников из каких регионов и стран зарегистрировались в этом году? Пока точное количество мы не можем сказать, потому что заявка принимается до 10 августа. И, знаете, вот в этом году, опять-таки, из-за вот всемирной ситуации, да, по поводу дружественных, недружественных государств и по поводу коронавирусной инфекции, и по причине вот всех известных событий мы включили в положение конкурсных частей вот, фестиваля такой пункт. То есть мы проводим конкурс, который посвящен имени Кангрола Борисовича. Еще решили сделать и в онлайн-формате. И по этой части мы получили заявки от 40 человек из 5 разных стран. В соцсетях было опубликовано, что еще пройдет концерт с участием приглашенных гостей. Можете об этом рассказать? В прошлом году проводили съезд сказителей. Тогда были участники из Кыргызстана, то есть Киргизской республики. Принимал участие тогда артист филармонии Кыргызской республики. У него, оказывается, есть замечательная фольклорно-этнографическая группа «Устат». Он сам является известным, довольно известным в мире манасши. И нам кажется, что в этом году мы специально пригласили вот этих участников вот этого ансамбля в качестве хедлайнеров, потому что услышать вживую манас, тогда, опять-таки, были ограничения, если помните, в ноябре. Вот. Совсем мало людей, зрителей совсем мало было, и поэтому мы в этом году пригласили вот эту группу, чтобы наш народ, наше население услышали вживую и не только вот этническую музыку, но и манас. Также мы пригласили своих давних друзей из Якутии, Республики Саха-Якутия. Это Дегтярева Альбина. Она интересна тем, что сама придумала технологию изготовления хомуса. Да, она даже запатентовала вот эту технологию. И для нас это пример, образец по поводу вот сохранения своих уникальных традиций именно по части национальных инструментов. Вот. А Альбина Дегтярева, она опять-таки известный такой замечательный человек. И ее ученицу Юлию Кривошапкину мы пригласили. И помимо этих участников мы, конечно же, пригласили наших соседних друзей.
из Монголии. В рамках фестиваля также предусмотрен вроде отдельный концерт с симфоническим оркестром Хакасии, который на одной сцене выступит с нашими музыкантами. Как удалось все-таки организовать такой масштабный проект, пригласить целый вот оркестр? По поводу этого концерта к нам поступило предложение от Хавалыга Анграка Викторовича. Это его идея, его предложение мы, конечно же, приняли, потому что с симфоническим оркестром раньше, до этого времени выступал Кангарол Борисович. После него никто с симфоническим оркестром не работал. И как раз ко дню Хуэмея вот такой проект будет отличным шансом услышать вживую, как звучит симфонический оркестр совместно с нашими тувинскими музыкантами. И они будут исполнять музыкальные произведения наших тувинских композиторов. Вы опубликовали пост о наборе волонтеров. Сколько человек набралось? В этом году мы уменьшили количество волонтеров, но, знаете, с 2015 года мы проводим этот фестиваль, и самое большое количество тогда набралось в 2019 году, потому что тогда участвовало очень много зарубежных гостей, участников, очень много было, и нам понадобилась помощь волонтеров, именно переводчиков из иностранных языков на русский язык. И в этом году только вот несколько стран участвуют, опять-таки по известной нам причине. И в этом году пока 10 человек. Все-таки главным условием является владение иностранными языками. Да. А вот на каком уровне должен человек владеть языком, чтобы его приняли? На достаточно хорошем уровне, потому что, знаете, вот когда ты работаешь с гостями из других стран, конечно же, ты сталкиваешься со многими различными вопросами, от менталитета до темперамента. Вот. И у всех бывают различные там вопросы счастья, здоровья, там, питания и так далее, и так далее. И поэтому вот человек должен знать на достаточно таком уровне иностранный язык. Какие главные критерии отбора победителей? Самое главное – это исполнение, конечно, всех видов горлового пения. И по этой части жюри будет обращать внимание на индивидуальные особенности исполнителя. Потому что хуэмэй – это такой вид искусства, который формируется у человека свой особый стиль исполнения. Мы никак не сможем сказать, вот человек должен исполнять именно вот таким способом, или же он должен применить тот или иной прием. Потому что тувинский хуэмэй, вот классификация тувинского хуэмэя очень такой спорный, и там даже термины используются, очень такие различные термины. Некоторые говорят, что это, например, каргра – это стиль, некоторые говорят, это вид, и по этой вот даже бывают такие люди, которые это называют приемом. И по этой причине мы больше всего обращаем на вот индивидуальные особенности исполнителя. А наших хедлайнеров, тувинских хедлайнеров, кто будет в числе них? Тувинскими хедлайнерами у нас будут ансамбли Хунхурту и Тыва. Тыва, потому что Кангарол Борисович начал свою трудовую деятельность с ансамбля Тыва. В составе ансамбля Тыва он объездил вот весь мир, и он был художественным руководителем вот этого ансамбля, и поэтому ансамбль Тыва в этом фестивале играет огромное значение и роль. Какие итоги ждете от этого фестиваля? Есть какая-то конечная цель?
Вы знаете, я вот сказала то, что Хуэмей – это объект нематериального культурного наследия. Когда мы говорим о духовной составляющей, мы не можем сказать вот сразу же, вот такой вот итог будет, вот такая вот, вот такой вот результат мы ждем. Нет, вот дело в том, что тут самый главный итог, то, что это поддержка самих носителей, потому что хуэмейжи, и в том числе исследователи Хуэмея, это такая, мне кажется, чувствительная категория граждан, благодаря которым вот как раз охраняется преемственность поколений, и через них мы поддерживаем, в данном случае вот через проведение фестиваля мы поддерживаем вот этих носителей. Мы привлекаем внимание самих носителей и в том числе выявляем новые имена. И вот это самое главное. Если не будут вот такие фестивали, там, конкурсы, концерты, то, конечно же, мотивация самое главное, положительной мотивации у носителей не будет. А это к чему приведет? Конечно же, к утрате. Большое спасибо, что вы пришли к нам, Игорь Васильевна, и уделили время для нас. И мы искренне желаем успешно провести фестиваль. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была заместитель директора Центра тувинской культуры и ремесел Менги Ондар. А на этом у меня все. С вами был Дагел Намдан. До встречи в эфире.